друзья! Это программа «Отдыхаем в Коми». С вами Роман Истомин. И прямо сейчас мы направляемся, как вы думаете, куда? Мы в окрестностях города Инта. И прямо сейчас мы едем на Приполярный Урал. Дорога из Сыктывкара в Инту на поезде занимает 19,5 часов. За это время можно как следует выспаться, собраться мыслями и обдумать план действий. Есть и вариант на самолете – 2 часа 15 минут. Ну и чтобы уже окончательно оказаться там, где начинаются горы, надо быть готовым оторвать от жизни еще 6 часов. От платформы Инта до базы Желанная добраться можно на таких вот автобусах-вездеходах. Их называют вахтовки. Вахтовки, потому что когда-то в своей жизни они перевозили горнорабочих. Сейчас они за деньги свободно перевозят и туристов. Стоимость в одно направление примерно 20 тысяч рублей. Наверное, ради того, чтобы посмотреть на такие вот виды, это стоит того. Конечная станция – бывшая база геологов, а сейчас, по сути, настоящий двухзвездочный гостиничный комплекс «Желанная». Название рождено явно в муках испытания дорогой. В 70-е ее чудесным образом проложила артель легендарного золотодобытчика Вадима Туманова. Личности одиозной, но судьбоносной для этих мест. Если бы не его старательская деятельность, не укоренилось бы это место производственным островком, спрятанным в девственных дебрях заповедной территории. Люди наделали дороги, взрывали горы, искали здесь золото, а потом история попала под охрану ФНСК. Теперь по этим коммуникациям удобно бегать спортсменам и ходить туристам. Сейчас эти места почти свободно посещают туристы. Почти, потому что, как ни крути, добраться до сюда все-таки в каком-то смысле достижение. Зато, когда Рубикон перейден, небывалая по красоте природа, очень древняя и открытая, бесценная награда. Все эти виды обязательно запомнятся, отложатся в памяти и будут еще долго греть душу. Вот она, долина реки Балбалью, самое спокойное, умиротворенное и самое желанное место при подходе к наивысшей точке Уральского горного хребта. 1895. Да-да, это гора Народная. Даже ее верхушки не видно, она скрыта под толщей облаков. Так уж получается, что вершина Урала географически находится все-таки уже на территории Ханты-Мансийского округа. Но вот добраться до нее, увы, для соседей легче все-таки со стороны нашей республики. Не надо использовать специальное альпинистское снаряжение. Возможно, оттого здесь так много и следов пребывания именно жителей Коми. Проведем короткую экскурсию. 60-летию Победы. Горховец. Вот такой вот пик, щит, меч. Где-то, значит, латы должны быть еще. Республике Коми 80 лет. Только благодаря Республике Коми мы имеем возможность забежать на гору Народная. Большое спасибо тебе, Республика Коми. В среднем Народную, по нашим подсчетам, за день посещают до 20 человек. Это совершенно разные группы, у которых и цели разные. По популярности местность мало с чем сравнимая. Как говорят, очень специфичная. Вершину желают и надеются покорить многие. Вот только не каждому она еще сама покорится. Которая виднеется вон там на горизонте, можно вполне назвать хозяйкой здешней погоды. Как самая высшая точка, она задерживает облака, те концентрируются вокруг, а потом огромные мокрые массы обрушиваются на соседние вершины. В царстве погоды действительно надо быть готовым к любому сюрпризу. Одеться потеплее и в то же время посвободнее. Может быть и практически штормовой ветер, а может нагрянуть и тропическая жара. А еще такая особенность. Ехать на Приполярный лучше в августе. Комары и мошка, которых мы массово встречали по дороге из Инты, здесь уже, похоже, благополучно ушли в зимнюю спячку. Идеальная пора, когда ничто не мешает гармонии. Тайга сменяется на лесотундру, лесотундра на тундру и наоборот. Эти пейзажи не могут не радовать глаз. Зрелище непередаваемое.
Интересно действительно посмотреть эти места, потому что самому сюда довольно тяжело добраться, а тут все так организовано, и получается, что можно приехать по горам ходить, а здесь за 4 дня ты увидишь фактически вообще все, что есть рядом. И если вчера погода была не очень, виды с нарта не открылись, то сегодня, я считаю, просто сказка. То есть вот ты идешь, вау. Этих ребят, участников международной беговой ультрагонки, мы встретили не случайно. Они заметно оживили дикие места своим присутствием. И для нашего эксперимента поделились своим восприятием Урала. Посещение приполярного Урала всегда было моей мечтой. Живя в республике, я здесь первый раз. Поэтому просто совпали звезды, и, в общем-то, и гонка интересная, и место, в которое я хотела попасть, я приехала сюда. А мой коллега Олег, наверное, один из фанатов труднодоступных красивостей. В России его знают как автора фотоблога «Бегущий фотограф». И он действительно отдается трассе весь и полностью. Впрочем, с одной лишь оговорочкой. Перенося на себе 5 килограммов техники, он и темп умудряется не терять, и кадр красивый уловить. Урал, наверное, одни из самых лучших гор. Потому что если они же у нас очень длинные, практически через весь континент протянулись. И если взять Мугаджары или какой-нибудь там полярный Урал, они совершенно разные. И вот мы 4 года бежим по Уралу, и каждый год новые вершины, новые рельефы, все новое, только люди хорошие везде. Кстати, вот и акция от Олега. Во время восхождения на Народную никто не увидел Манарагу. Бронзовую сестрицу-красавицу он спрятал вот под этим камнем, рядом с нержавеющей стеллой. Кто найдет, дайте знать. А вот что пропускают спортсмены: детальное приобщение к красотам, гармония с ними. Вот, например, один из маршрутов ходит по этому холму, а внизу озеро чудное, необыкновенно богатое фтором, серебром и даже золотом. Собственно, от озера пошло и название золотоносного месторождения, которое находится в километре отсюда. Чудное. Чем еще манят эти просторы? Хрустальными дорожками. Только в районе Желанного каждый может пробежаться по ослепляющему лунному пейзажу. Может показаться, будто это снег, и многие, кто привозит отсюда фотографии, до последнего стараются не опровергать предположения. В 1,5 километрах от базы Желанная гора Баркова. В ней нереальные запасы кварца и горного хрусталя. Сейчас производство временно законсервировано. Предложение превышает спрос. Кроме того, в последнее время хитроумные китайцы научились доращивать кристаллы природного минерала. Поэтому производство сейчас не такое выгодное, как когда-то. Белое покрытие – это кварц. Цвет определяют миллиарды микроскопических пузырьков воздуха. А этакое разбазаривание природных ресурсов, как кому-то может показаться, на самом деле производственные отходы. Для реализации на экспорт годятся лишь крупные куски породы. Мелкие, без ущерба природе, уходят на отсыпку. Зато это устойчивые дороги и большие перспективы. Возможно, совсем скоро усилиями и вниманием туристических групп здесь появится навесной мост. Это будет совершенно новый этап в развитии этой территории. Картина была бы неполной, если бы мы не попытались заглянуть в сами штольни. Но, к нашему удивлению, многие из них уже второй год скованы вечной мерзлотой. Под толщей льда ждут своего второго возрождения небывалые запасы бесценного сырья для японской оптики, китайских телефонов и корейских микросхем. Наверху все, что поддерживает эту шахту. Ну а оттуда, откуда-то из горы очень сильно дует ветер. Вообще жутковатое местечко на самом деле. Невероятная кладовая природных богатств. Аметисты, марганец, медь. Этот кусочек мы, пожалуй, возьмем себе в качестве сувенира. Сыктывкар. Ну и что может быть приятней после похода в горы? Искупаться, устроить баню, сытно восстановить запас калорий и нацелиться на новые вершины. Люди не привыкли надолго уходить из зоны комфорта. Да и зачем, когда и здесь можно чувствовать себя как дома? Пойдемте к нам в гости в Удмуртскую палатку. Здесь у нас полочки на антресоли. У каждого свое отделение для личных вещей. Тамбур с кроссовками, сушилка номера.
Остановиться с комфортом можно и на самой туристической базе «Желанная». Сегодня это одно из подразделений Кожемского разведочно-добычного предприятия. Издавна именно отсюда прокладывались самые сложные маршруты к Народной и Монараге. Здесь же можно заказать заброску, причем как на вездеходах, так и на вертолете. Расстояние-то по прямой всего 130 километров от Инты. Hey, hi everybody at home. Yes, hello. Привет всем, кто дома. Да, привет, это прекрасно. И неважно, кто вы в обычной жизни, здесь все на равных. Играет роль только опыт и физическая подготовка, которые, как известно, не приходят, если хотя бы один раз не попробовать обуздать Урал. Ведь он практически рядом и не такой уж недоступный, как может показаться.